Два дорожно-транспортных здарэння за мінулыя выхадныя адбыліся на тэрыторыі Брыскай вобласці. Ахвяр няма. Двое непаўналетніх атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. По предварительной информации, 35-летний житель города Бреста, управляя автомобилем марки Audi, совершил наезд на 14-летнюю жительницу города Бреста, учащуюся одной из школ, которая двигалась по краю проезжей части в попутном направлении при наличии пешеходной дорожки и при этом не была обозначена световозвращающими элементами. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка с травмами доставлена в Брестскую детскую областную больницу. 12 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. Ахвяр таксама няма. Пашкоджана 6 пабудоў, 4 адзінкі тэхнікі. У вёсцы Вялікія Матыкалы прайшлося эвакуировать дзіцячы садок. В деревне Большие Матыкалы была проведена эвакуация 130 детей и 30 работников детского дошкольного учреждения. Действительно была повреждена небольшой кусок электропроводки, который вызвал небольшое вот такое задымление. Только по счастливой случайности не произошел пожар. Правильные действия персонала показали, что все это было сделано правильно. 19 злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавалі зводкі ўпраўлення ўнутраных спраў. З іх 12 па лініі крымінальнага вышуку. Наловілі рыбы на криминальную справу. У Столицкім раёне затрыманы браконьеры. Прибывшими правоохранителями было установлено, что двое жителей деревни Большие Орлы 1961 и 69 года рождения, используя незаконные орудия лова, то есть сети, добыли 76 особей рыбы. Ущерб природе оценивается на сумму более 4000 белорусских рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. На Брестскай мытні выявлена 130 административных правопорушений. Затрымана холодная зброя. В соответствии с законодательством, при перемещении через таможенную границу холодного оружия необходимо иметь разрешительный документ уполномоченного органа. Только в минувшем месяце в пункте пропуска Брест пресечено 3 попытки ввоза ножей с нарушением законодательства. По результатам проведенных экспертиз, данные орудия признаны холодным оружием колюще-режущего действия, изготовленные заводским способом. В отношении владельцев оружия начатый административный процесс по части 1 статьи 14.5 Кодекса административных правонарушений. Ножи изъяты.